Здравствуйте, ребята! Рада новой встрече! Сегодня мы будем учиться определять равное количество разных предметов. А сейчас давайте поиграем в игру и поможем зайчику собрать урожай. Зайчик вырастил очень большой урожай. Теперь его надо собрать. Посмотрите, что выросло на грядках. Свекла, морковь, капуста. Ребята, как можно одним словом назвать то, что вырастил зайчик? Верно, овощи. Какая первая корзина по размеру? Верно, маленькая. Какие овощи мы в нее положим? Конечно, маленькие. Давайте положим в нее маленькую морковь. А вторая корзина какая по величине? Тоже маленькая. Давайте сложим в нее маленькую свеклу. А какая по размеру третья корзина? Конечно, большая. И в нее мы сложим большую капусту. В маленьких корзинах лежат маленькие овощи, а в большой корзине большие. Посмотрите, ребята, кто пришел к нам в гости. Рыженькие, пушистые, с красивым хвостиком. Конечно, это белочки. Давайте мы их угостим грибочками. Сколько всего белочек? Верно, много. А теперь мы угостим их грибами. Одной белочке дадим грибок, еще одной и еще одной. Всем белочкам хватило грибков. Сколько грибков? Давайте посчитаем. Одна белочка, две белочки, три белочки. Один грибок, два грибка, три грибка. Как еще можно сказать про белочек и грибы? Правильно, белочек и грибов поровну, их одинаково. Белочки говорят вам спасибо за угощение. Ребята, медвежонок очень любит малину. Он собрал в лесу целую корзинку, чтобы угостить своих друзей. Посмотрите, сколько пришло медвежат. Давайте угостим их малиной. Надо взять столько ягод малины, чтобы хватило всем медвежатам. Скажите, сколько медвежат? Много. А теперь надо взять столько же ягод. Каждому медвежонку нужно дать по одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? Много. Сколько у нас медвежат? Много. Как еще можно сказать? Правильно, их одинаково, поровну. Ягод столько, сколько медвежат. А медвежат столько, сколько ягод. Давайте попробуем вместе их сосчитать. 1, 2, 3, 4 медвежонка. 1, 2, 3, 4 малинки. Посмотрите, к нам в гости пришли зайчата. Какие они красивые, пушистые. Давайте их угостим морковками. Сколько всего зайчат? Много. Каждому зайчику дадим по морковке. Сколько морковок? Много. Их больше или меньше, чем зайчат? Сколько зайчат? Много. Поровну ли зайчат и морковок? Правильно, их поровну. Как еще можно сказать? Верно, их одинаково, столько же.
А давайте попробуем посчитать, сколько зайчат и сколько морковок. 1, 2, 3, 4, 5 зайчат и 1, 2, 3, 4, 5 морковок. Замечательно! Зайчатам очень понравилось с вами играть. А теперь давайте сделаем пальчиковую гимнастику. Наши пальчики будут садоводами. Сделайте замочек. В сад за сливами пошел. Указательный с порога указал ему дорогу. Средний палец, самый меткий, он сбивает сливы с ветки. Безымянный подбирает, а мизинчик, господинчик, в землю косточки бросает. Замечательно, ребята! Наши пальчики готовы к работе. Давайте возьмем 4 круга красного цвета. А теперь давайте возьмем столько же треугольников желтого цвета. Сколько треугольников нам нужно взять? Верно, тоже 4. Для того, чтобы не допустить ошибку, нужно класть каждый треугольник под кругом. 1, 2, 3, 4. Давайте усложним нашу задачу. Теперь давайте возьмем 5 кругляшков разного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте возьмем столько же квадратов. Чтобы взять столько же квадратов, нужно класть каждый квадрат под кругляшком. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось? Замечательно, ребята! А давайте теперь немного порисуем. Для этого нам понадобится белый лист. Давайте возьмем карандаш и цветные карандаши. Давайте в нижнем левом углу листа нарисуем цветочек. Замечательно. А в правом нарисуем бабочку. Отлично. Ребята, сколько цветочков мы нарисовали? Верно, 1. А сколько бабочек? Конечно, столько же, 1 бабочку. Давайте в правом нижнем углу нарисуем еще 1 цветочек. Сколько теперь цветочков у нас получилось? Верно, теперь получилось 2 цветочка. Чтобы взять столько же бабочек, сколько бабочек нам нужно дорисовать? Конечно, нам нужно дорисовать 1 бабочку. Рисуем, ребята, бабочку. Какие вы молодцы! Замечательно получилось! Теперь возьмите цветные карандаши и раскрасьте наши цветочки и наших бабочек. Вот такой рисунок у меня получился. Я уверена, у вас тоже получится замечательный рисунок.
Ребята, сегодня вы были большие молодцы. Замечательно потрудились. А на следующий урок нам понадобится полоска цветной бумаги, квадратный лист бумаги для изготовления оригами собачки и фломастер. Давайте, ребята, вспомним, что мы сегодня прошли на уроке. Верно, мы научились определять равное количество разных предметов. Что для вас было трудным? А что вам понравилось больше всего? Замечательно! До скорой встречи!